Привет, меня зовут доктор Яна. Сегодня я расскажу вам, из чего состоят кости. Кости состоят из нескольких слоев костной ткани. Верхний, самый прочный, слой кости называется надкостницей. Под ними находится слой костной ткани, внутри которого проходят нервы и кровеносные сосуды. Еще ниже губчатое костное вещество, очень легкое и прочное. В порах губчатого вещества и в полостях-пустотах. Внутри крупных костей расположен костный мозг, мягкая ткань, в которой образуются новые клетки крови. По сосудам, проходящим внутри костей, новорожденные клетки попадают в кровеносную систему и разносятся по всему телу. Какими бы прочными ни были наши кости, они иногда ломаются, чаще всего в результате удара или другой травмы. В месте перелома на кости образуется утолщенный слой надкостницы. Со временем он заживляет рану и восстанавливает разрушенную ткань кости. Подвижность травмированной части тела восстанавливается. Способность костей срастаться при переломах связана с тем, что они состоят не только из кальция и других минеральных веществ, но и из живых клеток, способных восстанавливаться. Сами по себе кости прочные и неэластичные. Они не могут сгибаться и разгибаться. Мы можем двигаться лишь потому, что друг с другом кости соединятся не намертво, а подвижно, как на шарнирах. Бугорок на конце одной кости точно входит во впадину другой кости. Это необходимо, чтобы кости соединялись, ведь без соединений наш скелет развалится. Место соединения костей называется суставом. О том, какие бывают суставы, я расскажу вам в следующем выпуске. Не забудьте поставить лайк, пишите комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!